Чтобы взбодриться ранним утром, ешьте на завтрак сыр. Такой совет дали американские ученые. По их словам, он богат элементами, которые помогут вам быстрее проснуться. К тому же калорий, которые содержатся в этом продукте, хватит, чтобы, не испытывая сильного голода, продержаться до обеда. Впрочем, этим полезные свойства сыра не исчерпываются. Наш корреспондент Ольга Кири побывала в кавказском ауле, где по старинному секретному рецепту готовят знаменитый карачаевский сыр. А после ее материала мы покажем запись беседы с экспертом по сырам, который раскроет тайны этого вкусного продукта. Пошли на ферму. Лучшая доярка аула Эль-Таркач Зухра Бесилова каждый день встает в 5 утра, чтобы совершить очередное кулинарное чудо. Вооружившись ведерком, поднимается на пригорок в собственном дворе. Здесь ее домашняя ферма и 10 любимых буренок, участницы производственного процесса. Летом хозяйка делает сыр на продажу, зимой только для домашних. Молока в холода коровы дают немного. Из 40 литров один сырный каравай. Готовит сыр всегда сама, не доверяет никому, даже невестке. Разрешает лишь наблюдать и запоминать. Сразу после дойки парное молоко пропускает через сепаратор. Жирные сливки идут на сметану и масло. Оставшееся молоко процеживает. После сепаратора тоже просеживаю, чтобы грязь не попала туда, да? А сепаратор у меня, знаете, с 45-го года, наверное, сепаратор. 45-го от бабушки остался. Но я его храню и пользуюсь ими. 3-4 я испортила вот сегодняшних. Но это держится. Раньше в семье использовали закваску из сыворотки с требухой и солью, но специалисты сырозавода отговорили, там, дескать, микробов много. Поэтому теперь Зухра добавляет магазинную порошковую. За час молоко сворачивается. Если много будешь мешать, да, хороший сыр получается. Надо много мешать, чтоб комками не осталось, да? Как только сыворотка стечет, сыр готов. Но это только на первый взгляд. На стол его сразу не подают. Чтобы получить вот такой сыр, нужно как минимум 10 дней. Сыр как вино. Чем дольше выдержка, тем лучше качество. В идеале его кладут в рассол из сыворотки. В такой бочке он может храниться 5 лет. Рецепт карачаевского сыра очень древний, он нигде не записан, его передают из поколения в поколение по женской линии. Но бывают и исключения. В семье Карамурзиных дело сыроварения продолжает сын Ахмат. На своей ферме высоко в горах он разводит овец карачаевской породы. Результат тысячелетней селекции местных чабанов. Ахматов сыр мать попробовала и осталась довольна. Сразу отошла от дела и взялась за вязание. Самый лучший наш сыр. Правильно говорю. Я вот базар пойдешь, посмотришь, там тоже наш вперед возьмет. У нас без всяких там примесей, без всяких добавок. Все у нас натуральное. Вот только подоили, подали, все изготовили. Вы сами видели этот процесс. Самым полезным считается овечий сыр. На Кавказе многие болезни, особенно пищевые расстройства, здесь всегда лечили сыром. В нем практически нет холестерина, зато много витаминов и микроэлементов. Наши овцы, именно карачаевские порода овец, они, нагуливаясь, значит, на субальпийских лугах, вбирают в себе, значит, самые лучшие из лучших трав. А там, значит, растительном фауне, значит, содержатся все витамины. Здесь не надо заготавливать сено для живности. Трава на альпийских лугах круглый год. Сыр настолько полезен и калорийен, что чабаны с одним караваем уходили в горы на несколько дней. Но калории эти для фигуры не страшны. Полных людей среди горцев вы не найдете. А без хачапури и осетинского пирога с сыром на Кавказе никуда. Ольга Кири, Ольга Кузнецова и Алексей Яковенко. Первый канал. Карачаево-Черкесия.